Привет, друзья! Это вторая часть видео о истории народов Северного Причерноморья, Приазовья, Кавказа и Северного Прикаспия. В этом видео мы рассмотрим применяемую терминологию, вследствие которой история многих народов была переписана и сфальсифицирована, а в некоторых случаях отдана совершенно иным народам, к сожалению. В 1768 году русский историк и географ Василий Никитич Татищев опубликовал историю российскую. Он сообщает: татарами, а вернее татары, под этим именем у нас понимают всех мусульман, которые по разным губерниям и провинциям, как в губерниях Воронежской, Нижегородской, Казанской, Астраханской, Сибирской, Оренбургской, живут по большей части в домах и пригородах или деревнях. А малая часть летом выходит в степь и к рекам для ловли. Согласно Татищеву, в 1768 году татарами в Российской империи называли мусульман. Абаза есть народ татарский по реке Кума и в горах до вершин Кубани, под властью кабардинских князей. Имя это татарское значит «малый народ», что с обстоятельством согласуется. В данном случае, согласно Василию Никитичу Татищеву, абазины – это татары, ибо, как было указано ранее, все, кто исповедует магометанство, то есть ислам, это татары, в терминологии того времени. Далее Татищев сообщает: авары народ ныне по магометанству за татарский почитается, но прежде были сарматы. Здесь мы снова видим подтверждение того, что татарами народ называли не за язык, не за культуру, а за то, что они приняли ислам. И не более. Кубанцы по реке Кубани, более из больших нагай населявшиеся, состоят под властью крымского хана. Это очень интересный момент, мы его оставим. В 1771 году профессор Московского университета Филипп Генрих Дельтей опубликовал «Атлас Российской империи». В описании обитающих при Черном море народов он сообщает: кубанские татары по эту и по ту сторону реки Кубани состоят под многими особыми князьями и мурзами, которые все крымскому хану подвластны. И ему дань платят, то есть крымскому хану. Земля их простирается от севера или от Азовского уезда к востоку до Большой Кабарды и до пограничных Кавказских гор, а к югу до черкесов, которые так же, как и кабардинцы, магометанского закона и состоят из семей кубанских татар. Джекеты и аланы, живущие между черкасами и абхазами, вольные татарские народы, обитающие в горах, избирают знатейшего из рода или старшину себе в начальники. В северной части к реке Терки или к Астраханской губернии расположены Малая Кабарда, Дигоры или Осседицы, Двалеты, Тагуры и Кауртаулы, Кистры и Цурцуки. Все эти вольные никому не подвластные народы состоят по большей части из татар магометанского закона. Из описания Филиппа Генриха Дельтея следует, что почти все народы Кавказа и Кубани были татарскими. Почему? Потому что были мусульманами. Терминология того времени. Однако, как указывает Татищев, под татарами в принципе можно понимать любой народ, который принял ислам, или, как они указывают в то время, магометанство и вера Магомета. Николас Вицин, опубликовавший в 1705 году второе издание Нурт Эноус Тартарии, Северная и Восточная Тартария, в описании кавказских народов сообщает следующую информацию. Князь Булат ныне правитель пятигорских нагаев, а князь Шевкал тех нагаев, которые расположены у Черкасских гор. Черкасскими горами автор называет Кавказские горы, живущие около Кавказских гор нагаи, правителем которых был князь Шевкал, это кумыки, называет кумыков. Правителем кумыков в то время, во второй половине 17 века, был Суркай Шевкал, или, как указывает Николас Вицин, Шевкал.
Далее Николас Вицин сообщает, этого Шевкала и его черкасов русские кумыками называют. То есть в данном случае подтверждается то, что пятигорские татары, пятигорские черкасы это были кумыки. Но нельзя говорить, что это были исключительно кумыки, это были в том числе и кумыки, ибо терминология того времени, она безобразна и наделала много глупостей в последующей истории. И в данном случае мы видим снова же очередное свидетельство того, что черкасами европейцы могли назвать абсолютно любой народ, проживающий на Кавказе или около него. Однако Вицин попытался решить возникшую путаницу и в ходе своих исследований сделал конкретизацию и некоторые выводы. Пятигорские черкасы, в данном случае адыги, граничат с крымскими татарами и живут в горах. Я не слышал свидетельств тому, что они татары. У них белые лица и они высокие ростом, что доказывает, что эти народы разных типов. Очевидно, они оставались всегда свободными от потока татар благодаря расположению своей страны, в которой они живут, ибо она недоступна для врага. Черкасы не хотят, чтобы их называли татарами, хотя и живут в их окружении. Особенно это имя не приемлют пятигорцы. Они имеют совершенно иную внешность, чем внешность татар. Под словом «татарин», которое значит то же, что и «тартарин», обыкновенно понимают магометанина. Все магометане, кем бы они ни были по происхождению, известны под именем татары. Под именем моголы или монголы, а также под именем тюрки, арабские писатели иногда подразумевают все народы татар или скифов. К ним относят тех, кто живет за рекой Оксус или мавераннахрские народы. И даже грузинские христиане иногда именуются татарами. То есть, как видим, даже те, кто совершенно уже не мог относиться по религии, все равно их называли татарами. С Черкассией граничат горы, от которых с западной стороны находится Черное море, где живут народ абазы или абхазы или абасы. Там нет городов, но много домов на горах, и эти горы очень высоки. У них почти такая же внешность и образ жизни, как и у черкасов, и некоторые называют их черкасами, или же именуют черкасами. Германский дипломат, ставший опричником у Ивана Грозного, после 12 лет пребывания в русском царстве вернулся в Германию, где составил записки о состоянии Московии. Он сообщает, что большая часть иноземцев на Москве теперь немцы, черкасские татары и литовцы. Кто были эти черкасские татары, абсолютно неизвестно, потому что под терминологию и черкасов, и татар подпадали сотни народностей в целом. Секретарь генерала ордена иезуитов, папский легат в Восточной Европе и первый иезуит, побывавший в Москве, Антонио Пассовино, в 1586 году опубликовал трактат «Московия». В описании завоеваний Ивана Грозного он сообщает: он отодвинул границы своих владений до Черкасов на 300 миль от Астрахани. Эти черкасы населяют горы около Каспийского моря. Их владения прежде простирались до границ Персидского царства, но в прошлом году железные ворота и другие крепости у них отнял Селим, имеется в виду турецкий император Селим II. В 1983 году кандидат исторических наук Элен Годовникова перевела и дала пояснительные комментарии к трактату «Московия». Она указывает, что черкасами Пассовино называет народы Северного Кавказа и Закавказья. Ну, как понимаем, Черкасы и Дербента, Черкасы и на территории Закавказья, на территории Азербайджана, это были абсолютно разные народы, но Антонио Пассовино привез вот такие записки в Европу, где черкасами называют, в принципе, практически все народы, живущие на Кавказе и Закавказье. Французский капитан Жак Маржерет с 1600 по 1606 годы находился на службе в русском царстве.
По возвращению во Францию в 1607 году он опубликовал «Состояние империи русской» и Великого княжества Московия или Великого княжества Московского. Что касается турок, то с тех пор, как они сняли осаду Астрахани, которую осадили около 40 лет назад с ногайскими татарами и некоторым числом пятигорских черкасов, которые являются грузинами, в России побывали всего 2 турецких посла и 2 русских в Константинополе. Далее он также указывает, что пятигорщие-черкесы «Юсонтлес Георгенс», то есть пятигорские черкасы, являющиеся грузинами. В данном случае даже грузин тогда называли и пятигорцами, и черкасами, и, как указывал Николас Вицин, их иногда называли даже татарами, несмотря на то, что ни верой, ни, имеется в виду религией, ни чем другим они не походили на татар. Австрийский дипломат барон Августин Майер фон Мейерберг с 1661 по 1662 годы находился с дипломатической миссией в Москве. По возвращению на родину он составил отчет «Voyage en Moscovie» – «Путешествие в Московию». Страна Кабардиния населена ордой или группой татар кабардинских, расположена у моря Собачьего, то есть Азовское море, и зависит от Турецкой империи. Здесь мы видим страна Кабардиния населена ордой или группой татар кабардинских. Здесь актуально будет вспомнить Татищева, который указывал, что кубанские татары по большей части состоят из нагаев, и Филиппа Генриха Дельтея, который указывал, что черкасы, так же как и кабардинцы магометанского закона, и состоят из семей кубанских татар. О чем это говорит? Это в первую очередь говорит о том, что история этих народов была не враждебной, а в некоторый период абсолютно дружелюбной. Здесь можно вспомнить Акоки и Кабарди, кабардинцев и нахский народ Акоки, когда они путем выдачи, путем брачных уз заключили большой мир и вместе на протяжении нескольких столетий жили в мире и проводили свои завоевания. Но в целом этот стрим посвящен тому, что терминология того времени не дает четко определить, где чья на самом деле со стопроцентной уверенностью история. Во-первых, пятигорцами называли нагаев, кумыков, адыгов и грузин. Черкасами называли в принципе все народы, как я показал, Кавказа и Закавказья. Татарами называли все народы, которые приняли ислам. И плюс еще и грузин иногда называли татарами. По какой причине, неизвестно. Но основываясь на этой терминологии, мы перейдем к следующему видео и уже в нем детально рассмотрим все странности истории осетин, кабардинцев, азербайджанцев и нагаев. Далее будут другие народы. На этом у меня все. Спасибо.